Самое ценное, что есть в мордовской культуре, это наверняка вы со мной согласитесь, что это традиционный женский костюм. И в нашей экспозиции тоже присутствуют костюмы женщин-ирзианок и женщин-макшанок. И нужно отметить, что в каждом районе Республики Мордовия есть свой особый тип ирзианского и макшанского костюма. Поэтому я сейчас вам расскажу о макшанских костюмах, праздничных костюмах. В витрине у нас показаны два костюма. Один Зубово-Полянского района, второй костюм это Старошайговского района. И, конечно, традиционный праздничный макшанский костюм, он очень красив, он очень многогранен, очень сложен и состоит из достаточно большого количества элементов. И мы сейчас с вами посмотрим, какие составляющие присутствуют в этом костюме. И действительно, есть отчасти тайны в этих костюмах. Но в первую очередь основным элементом костюма является рубаха, которая называется панар. И рубаху носили и ирзианские женщины, и макшанские, но эта рубаха отличается кроем. Тип макшанской рубахи, крой, состоит так, что не присутствует за счет кроя переднего шва. Швы в рубахе располагаются по бокам. Это отличительная черта. Конечно, рубахи шились до пола, но на нашем манекене мы можем видеть, что женщины-макшанки носили свои рубахи чуть ниже колен. И это достигалось за счет того, что на пояс, на талию одевался пояс, подпоясывался и делался из рубахи напуск. У нас с вами будет возможность потом посмотреть, как же это все делалось, как это все одевалось. И действительно, вот эта пазуха, которая получалась после поддергивания рубахи, она была своеобразным оберегом в костюме и защищала женщину в ее интересном положении в тот момент, когда она носила под сердцем ребенка. И вот этот напуск, он оберегал будущего малыша. Также обязательно в костюме должен был присутствовать передник или фартук. В зубово-полянском костюме мы с вами такого в нашем понимании традиционного передника или фартука не наблюдаем. Здесь присутствует кофта, которая называется запон. А если мы с вами посмотрим на старошайговский костюм, то здесь мы уже видим передник, фартук с грудкой. И такой передник тоже носили. Конечно, молодые девушки, молодые женщины носили передники, фартуки более яркой расцветки, а пожилые женщины носили уже менее украшенную вышивкой рубаху. И также передники, фартуки были более такой приглушенной расцветки. И если мы с вами уже затронули тему вышивки, конечно, каждая рубаха была украшена традиционной счетной мордовской вышивкой. И на наших костюмах ее можно увидеть. И увидеть также различия в этой вышивке. Зубово-полянский костюм, здесь вышивка более такая тонкая, графичная. Выполнена она в основном синими, темно-синими или черными нитками. И нужно отметить, что основными цветами мордовской вышивки являются основных три цвета. Это черный, красный или мареновый, и также белый цвет. Но в макшанском костюме допускается вкрапление зеленого, желтого и синего оттенка. Это основные цвета. Также обязательно в костюме присутствует украшение. Мы с вами прекрасно знаем, что ирзианки и макшанки носили большое количество украшений. И набедренные украшения, и нагрудные украшения. Все это мы с вами видим также здесь. Но в первую очередь это, конечно, были разнообразные бусы. Также делали манисты из монеток, которые вышли уже из обращения. Макшанские женщины поверх всех украшений одевали гайтан.
Это украшение состояло из бисерной основы переплетения бисера, в основном черно-белого бисера, и к ним крепились, к этим бусам обязательно крест крепили и одевали поверх всех украшений. Но сделаю ваше внимание, обращу на самое центральное и важное украшение на груди женщины – это сюлгам или сюлгамо, которая располагалась на груди женщины, скрепляла достаточно большой, до 30 сантиметров, вырез рубахи, для того, чтобы он был скреплен. Являлось этот сюлгам также и украшением, но помимо этого служило еще и оберегом для женщины. Если вышивка в костюме является оберегом тела человека и женщины, то сюлгам – это защитник души. На зубоуполянском костюме и на старошайговском костюме мы с вами эти украшения видим. Также, если мы с вами говорим о праздничном костюме, макшанском, и это тоже отличительная особенность костюма, когда женщина выходила на праздник, на гулянье, макшанка одевала не одну рубаху, как ирзянка, а одевала от 3 до 11 рубах. Рубах должно было быть нечетное количество. И если мы с вами посмотрим на костюм старошайговской женщины, то увидим, что на нашем манекене надето 3 рубахи. Это мы с вами можем увидеть по подолу, который называется петькс. Одевала женщина от 3 до 11 рубах, нечетное количество. И это было правило. Одевала ли она 3 рубахи, одевала ли она 5, 7, 9 рубах. И обязательно подол каждой рубахи должен был быть виден. Мы видим с вами 3 рубахи, а если бы женщина одела 5 рубах или 7 рубах, то украшение этого подола поднималось все выше, выше и выше, и доходило порою до талии женщины. И женщина становилась яркой, красивой, но вместе с тем пышнотелой и дородной. Но именно полнота, которая иногда достигалась еще и костюмом, считалась эталоном красоты у мордовской женщины. Чем полнее женщина, тем она здоровее, тем она крепкая хозяйка, здоровая мать, и это было очень-очень важно. Но еще иногда нас спрашивают наши посетители, как же, будучи на празднике в таком костюме, в таком количестве рубах, не было ли жарко женщине? Ну, действительно, костюм, одежда были все из натуральных материалов. И праздники складывались так, что приходились на осенний, зимний, весенний период. А в это время года не было жарко, и женщине было очень-очень комфортно. Поднимая свой взгляд выше, мы обращаем свое внимание на головные уборы. И здесь у нас показаны на зубоуполянском костюме головной убор, который называется полотенця. Он бытовал в 20-е годы 20 века. И сделан этот головной убор из длинного полотенца, концы которого украшены щетной мордовской вышивкой. Повязано этот платок или это полотенце на голове так, что похоже со стороны, что сложены крылья бабочки. Ну а второй манекен Старошайговского района, он у нас имеет головной убор, который сделан из павлово-посадского платка. И когда уже стали эти платки доступны для населения в продаже, и женщины с удовольствием покупали такие платки и делали головной убор в виде челмы. В каждом районе был свой особый тип повязывания такого головного убора. И здесь мы с вами видим, что головной убор повязан в виде челмы, а сзади спускаются длинные концы этого платка. И это тоже была защита и оберег женщины, потому что сзади даже многие головные уборы делались и шились так, чтобы была длинная лопасть, которая защищает шею и спину женщины. И эти концы этого платка тоже имели
функцию защиты. Ну, любой образ, конечно, не мыслим без обуви. Ну, а какая обувь была в те времена? Это были лапти, и здесь у нас в экспозиции тоже они показаны. И вы можете видеть, что лапти эти не одинаковые, а лапти эти все разные, и о них я вам сейчас расскажу. Конечно, традиционные лапти мордовские, они делались из 5 лык и назывались кархть, а праздничная обувь плелась из 7 лык и назывались эти лапти семерички. Ну а традиционные лапти это вот такая пара лаптей. И говорят, что лапти носили все народы в тот период времени, начало 20 века и даже 40-е годы, военные годы. Многие уходили на фронт даже в таких лаптях. Ну и, конечно, женщины, будучи дома, носили такие лапти. Но традиционные мордовские лапти отличаются от русских лаптей, марийских, удмуртских, своим плетением и своей головкой, то есть вот этой носовой частью. Как говорят, у мордовских традиционных лаптей головка тупой трапециевидной формы, это особенность. И здесь еще должно быть перевитие, как говорили, петушок или гребешок. Со стороны может показаться, что эти лапти на одну ногу, но на самом деле есть тайна или особенность, по которой определяли, на какую же ногу нужно одевать лапти. И на это указывали вот именно треугольники этого петушка или гребешка. Смотрят они наружу, значит на левую ногу, здесь смотрят у нас наружу в ту сторону, значит на правую ногу или наоборот. Но помимо вот этих традиционных лаптей, в витрине у нас показаны еще 2 пары лаптей. Вот эти лапти, внизу которых привязаны деревянные такие планки, которые называются колодки, это лапти с колодками. И в таких лаптях ходили в сырую, мокрую погоду, чтобы не замочить ноги и не замочить анучи. Прежде чем надеть лапти, на ноги наматывали холсты, которые назывались анучами. На каждую ногу надевали 2 холстины. На саму стопу одевали более грубую холстину, выше по ноге до колена наматывали более тонкую и белую ткань. Это делалось для того, чтобы нижняя часть, если она была запачкана, могла постираться, а верхняя она стиралась пореже, поменьше. Ну а те лапти, на которых лежат наши анучи, они называются ступни. И это обувь домашняя. В таких лаптях, глубоких, похожих на наши такие домашние тапочки, ходили по дому. И вот такая лапотная обувь была в ходу в те времена и дополняла костюм женщины и в будни, и в праздники. Ну а если была погода теплая, жаркая, женщина даже ходила без лаптей на босую ногу.